Центральноазиатская сеть женщин с инвалидностью, она начала свою деятельность в 2005 году. В 2016 году координаторство передали в Кыргызстан, и наша организация «Союз людей с инвалидностью равенства» стала координатором организации, которая координирует эту сеть. В эту центральноазиатскую сеть входит 5 стран. Это 3 основные активные члены сети. Это Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. И 2 страны это как бенефициары. Поскольку нам немного было трудно устанавливать связи, ездить туда, их приглашать но мы их приглашаем на какие-то большие международные конференции. Цель этой сети в том, чтобы дать возможность женщинам с инвалидностью понять, что они женщины, что они не бесполые существа, что они имеют право, так же, как и все другие женщины без инвалидности. У нас какой подход к инвалидности? Очень такой не очень хороший подход вообще в обществе к инвалидности. Неправильный подход. И происходит так, что женская инвалидность, она как бы бесполая. Что женщины с инвалидностью это, такие существа, они просто инвалиды, да? И поэтому наша сеть стала работать над репродуктивными, сексуальными правами и здоровьем женщин с инвалидностью в Центральной Азии. Это первые наши шаги были в сети. Нас, конечно, не понимали и говорили, что это, как это можно, что это разве возможно, да? И потом мы стали поднимать вопросы материнства, вопросы о том, что женщины с инвалидностью, как и все, могут создавать семьи. Проводим очень много разных тренингов. Одно из них – это консультация равных равными. Это консультация равных равными – это такая методика, которая проводится только между людьми с инвалидностью. То есть человек, который проводит эту консультацию, и человек, который посещает эту консультацию, он должен быть в одинаковом положении, чтобы избежать дискриминации. Эту методику мы с Укей Мураталиевой изучили в Японии. У нас если говорим об инвалидности, винят тебя, да? У тебя ноги не ходят, ты виноват в том, что ты не можешь учиться. А там мы увидели, что не в нас вина, не в нас причина, а причина в окружении. Мы все рождаемся с одинаковыми правами, рождаемся в одной стране, и к какому-то возрасту мы обнаруживаем, что наши права, они не реализуются.